Смотрите в программе. В столице сегодня торжественно открыли Центр культуры и современного искусства имени Гагарина. В Абыйском, Сунтарском районах и Якутске предоставили промежуточные данные о явке избирателей. А на Якутской ГРЭС-2 ко дню города оборудовали ночную подсветку флагов. Электричество вырабатывается с помощью ветроустановки. Продолжаем эфир нашего телеканала новостями к этому часу. С обряда благословения началось торжественное открытие в Гагаринском округе Центра культуры и современного искусства имени Гагарина. Он является завершающим объектом соглашения о государственно-частном партнерстве между правительством Якутии, окружной администрацией столицы и компанией «Газэнергомонтаж», входящим в группу ВИС. Ими построено 12 крупных объектов столицы. В торжественном открытии центра принял участие глава республики. Айсан Николаев поблагодарил строителей, которые смогли в сложных условиях закончить возведение объекта. В трехэтажном здании расположены выставочный центр, кабинеты для клубных занятий, мастерские и киноконцертный зал на 500 мест. В Гагаринском округе проживает порядка 20 тысяч человек, в том числе около 6 тысяч детей. Именно поэтому в одной из главных задач центра станет объединение детей и молодежи, организация их внешкольного досуга. У нас предусмотрен широкий круг кружковой и клубной работы, начиная от вокальных объединений, эстрадная гитара. Кроме того, мы впервые открываем для детей, для подростков такие кружки, как звукорежиссура, светотехника, видеомонтаж. Также у нас будут для взрослых и старшего поколения кружки по компьютерной грамотности, основы работы на компьютере, и также они могут освоить и видеомонтаж. 26,5% жителей Абыйского района республики приняли участие в голосовании до 12 дня. В 3 наслегах выбирают депутатов и глав. Жители частного избирательного округа поселка Белая гора участвуют в дополнительных выборах депутатов поселкового совета. В Белой горе явка составила почти 7%, в селе Мугурдах 39%, в селе Уолбут 32% и в селе Урасалан 33%. В целом явка пока составляет 26,5% от общего числа избирателей. Выборы сразу на нескольких уровнях проходят в Сунтарском районе. Во-первых, за пост главы района борются 2 кандидата – Алексей Аржаков и Анатолий Григорьев. Далее в селе Сунтар проводятся выборы депутатов представительного органа Сунтарского наслега. Еще в 9 муниципальных образованиях выбирают глав и депутатов наследных советов. По району организованы 10 муниципальных и 31 участковые избирательные комиссии. В их списках числится почти 17 тысяч избирателей. На основании российских и республиканских законов о выборах провели голосование в труднодоступных местностях и также досрочное голосование по заявлениям избирателей. На этот час проголосовало всего по УЛУСу 2537 избирателей, что составляет 15,1% от общего количества избирателей. На каждом участковых избирательных комиссиях присутствуют сотрудники полиции, наблюдатели, представители от политических партий и общественной палаты. В столице региона также проходит единый день голосования. Проводятся дополнительные выборы депутата Якутской городской думы по Центральному избирательному округу. Горожане выбирают одного из 7 кандидатов. На момент съемок проголосовали порядка 10-15%. Члены комиссии отмечают невысокую явку повсеместно, но ближе к вечеру ожидают наплыв голосующих. Выборы проходят с соблюдением всех санитарных норм. На входе проверяют температуру, обрабатывают руки дезинфицирующим аэрозолем, а на самих избирательных участках проводят влажную уборку каждые 2 часа. Нарушений в процессе голосования отмечено не было. Голосование идет, ну скажем, спокойно. Избирателей, скажем, не очень много. 71 у нас избиратель проголосовали досрочно. У нас будет ручной пересчет. Такое было принято решение ТИК, что после проверки бюллетеней КАИБа у нас будет еще ручной пересчет. Так что у нас все будет хорошо, надеемся.
В реку Вилюй накануне выпустили 65 тысяч мальков сибирского осетра. Мероприятие прошло в 1,5 километрах ниже устья реки Малая Батуобия. Участие в нем приняли глава Якутии Сэн Николаев, гендиректор и председатель правления Алроса Сергей Иванов и представители исполнительной власти Якутии. Сергей Иванов сообщил, что Алроса уделяет большое внимание сохранению экологии. Одно из направлений – зарыбление водоемов не только Вилюйского водохранилища, но и других рек республики. Последние несколько лет очень активно занимаемся вопросами восстановления биоразнообразия в нашей республике в рамках моего указа об экологическом благополучии Республики Саха-Якутия. И, конечно, вот эта активная работа по зарыблению водоемов Республики Саха-Якутия, она уже имеет явный положительный эффект. Мы сегодня видим увеличение уже вылова пеледи здесь, в Мирнинском районе в частности. Уверен, что вот то, что уже второй год у нас проводятся активные работы по выпуску молоди сибирского осетра, через некоторое время тоже даст существенный результат. Накануне в Алекминске отметили 385-летие города и 90-летие с момента основания Алекминского района. Одним из мероприятий стало открытие в селе Юнкюрь детского сада на 50 мест. Максим Копылов с подробностями. Большое здание, просторные кабинеты, огромные окна, украшенные цветными шарами вход. Именно здесь будет очень вольготно ребятишкам и воспитателям нового детского сада, открытого в селе Юнкюрь Алекминского района. Совсем скоро зазвенят голоса в здании и на детской площадке. На торжественное открытие прибыли гости из Якутска, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Республики Саха-Якутия Сергей Васильевич Местников и народный депутат Государственного собрания Ултумен Оксана Тагировна Михайлова. Обязательно нужно создавать условия развития и на слегах, в селах нашей республики. Жители и дети, они должны получать достойное воспитание, образование, независимо от места расположения, места жительства. И поэтому мы будем продолжать нашу политику создания комфортных и благоприятных условий воспитания наших детей. Богатый опыт воспитателей, которые каждое занятие превращают в открытие и делают все для того, чтобы каждый день становился все интереснее и увлекательнее. Гости новоселья в помощь воспитателям подарили подарки, чтобы малышам было еще интереснее. Были слезы, была радость победы. Но не было у нас еще нового здания. И я думаю, что у нас в новом здании будет все так же хорошо и прекрасно. Пусть новое здание детского сада приносит каждый день маленьким жителям села новые открытия, а воспитателям доставляет удовольствие и наслаждение. Максим Копылов, Алекминск. Педагоги Центра дополнительного образования «Серге» в Ленске защитили свои образовательные программы на новый учебный год. Построены они таким образом, что при ухудшении педобстановки уроки можно будет перенести в дистанционный формат без ущерба для образовательного процесса. Но сейчас педагоги с нетерпением ждут личной встречи с воспитанниками. С 1 октября в республике откроются кружки и секции для детей. Олеся Васева продолжит тему. Активная, способная девочка Настя Орлова – школьная звезда КВН. Ее будни обычно наполнены интересными неурочными занятиями. С апреля приходилось придумывать их самой. Кружки и секции из-за пандемии остаются закрытыми. В республике им разрешат работать с 1 октября. Конечно, я рада, что открываются кружки, разные танцы. Но мне было не скучно дома, но я все равно скучала по кружкам. Центр дополнительного образования СРГ уже принимают заявления от родителей и ждут встречи с детьми. Мы в первую очередь вспомним репертуар. Также нам сшили очень красивые костюмы. И я надеюсь, что в скором будущем мы уже сможем порадовать зрителя со сцены. Как все образовательные учреждения, Центр дополнительного образования в апреле перешел на дистанционное обучение. Здесь завели свой YouTube-канал и транслировали уроки онлайн. За это время коллективу Центра удалось не растерять своих воспитанников и даже привлечь новых. Видеоуроки смотрели во всех поселениях Ленского района. Задача была непростая, так как школьная нагрузка была очень объемная. Нам необходимо сделать было наши занятия интересными, доступными для детей. И не должно быть домашних заданий. И я считаю, что у нас получилось. По итогу дистанционной работы на нашем канале более 13 тысяч просмотров. Хореографический класс открыт недавно. Преподаватель Ксения Плакутина впервые встретится с воспитанниками в начале октября.
Я очень соскучилась по работе с детьми, и вот эта вот вся обстановка, конечно, дает о себе знать, хочется уже быстрее, потому что родители тоже ждут встречи, и мы как можно скорее уже ждем открытия, чтобы начать процесс весь. Интересные творческие объединения появились и в новом подразделении Центра доп. Образования станции юных натуралистов. Здесь тоже готовятся к встрече с воспитанниками, выстраивают беседку. Она пригодится следующим летом трудовым отрядам. А зимой дети могут посещать кружок ландшафтного дизайна или учиться жить в гармонии с природой в объединении «Юные друзья экологии». Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». А на Якутской ГРЭС-2 ко дню города оборудовали ночную подсветку флагов. На месте установили 3 прожектора мощностью 50 Вт каждый, а также гирлянду из 80 светодиодных лампочек. На смотровой площадке ГРЭС-2 побывал и готов поделиться подробностями Дмитрий Аргунов. Смотровая площадка на Якутской ГРЭС-2 является излюбленным местом отдыха горожан. Многие приезжают сюда, чтобы посмотреть на красивый панорамный вид на столицу республики. Особенно привлекательна эта точка в ночное время суток. Но мы-то с вами не для того, чтобы делать селфи, а для того, чтобы рассказать вот об этой технической конструкции, которая стоит за моей спиной. Дело в том, что накануне Дня города небольшая, по сути, электротехническая компания «Элеком», которую руководит Владимир Зыков, подарила любимому городу первую, по сути, ветрогенераторную установку мощностью 1,5 киловатта, которая используется для того, чтобы в ночное время подсвечивать вот эту вот группу флагов и Beltlight из 80 светодиодных ламп. Питание осуществляется через ветрогенератор мощностью, номинальной мощностью 1,5 киловатта, но роза ветров в Якутске такова, что данной мощности здесь достичь фактически не удастся, потому что достигается это при скорости ветра 12-15 метров в секунду. Необходимые для питания 500 Вт можно получить при скорости ветра в 5-6 метров в секунду, что нередко для Якутска. Так что через комбинированный контроллер, к которому, кстати, можно присоединить и солнечные панели, питание осуществляется на 3 прожектора мощностью 50 Вт каждая и Beltlight из 80 светодиодных ламп, каждая мощностью в 1 Вт. Я думаю, что эта замечательная традиция зарождается делать подарки накануне Дня города со стороны предпринимателей. И подарок, особенно этот, я думаю, понравится всем, без исключения горожанам. Наши корреспонденты продолжат следить за новостями, а это была вся информация к данному часу. До встречи в следующем.